Я, наверное, как и многие женщины, из ряда вечно худеющих, да. И когда я переходила на правильное питание, я обнаружила, что у нас вообще практически кроме укропа и петрушки ничего нету. Стала в интернет заходить, искать, узнала много про микрозелень, и витграсс меня очень заинтересовал, потому что если человек, например, не любит траву, мы же привычные больше к жирной, белковой пище, а ему в сутки всего 30 мл надо. И мне эта идея очень понравилась, а мне со школы еще биология очень нравилась, да, и я решила у себя дома на подоконнике все это выращивала, делала, проростки делала. Приходили гости, что это, там всегда спрашивали девчонки мои. Я рассказывала, что это такое, давала попробовать. И потом мы устроили у своей подружки день рождения на даче был. Мы устроили в паназиатском стиле, у меня были проростки. В салат мы их клали, да, там. В общем, всем понравилось, очень интересно было. Потом я как раз с работы уволилась, узнала, что Центр занятости города Якутска объявил конкурс на лучшую бизнес-идею, то есть не лучшую бизнес-идею, а именно на субсидию, да. Я о ней знала давно и подумала, у меня есть что показать уже, да, почему бы не претендовать. И я сходила, победила. Было 60 претендентов и 18 только субсидий, которые были на город Якутск. Сразу я заказала первое оборудование, заказала сырье. И такая думаю, а где я этим буду заниматься? Нигде мест, в смысле, у меня личного пространства нет, да, и поэтому я же знаю, что у нас очень хорошая государственная поддержка бизнесу. Пошла в бизнес-инкубатор, а там, оказывается, ремонт идет, что-то как-то не до меня, да. Потом я обратилась в технопарк, был конкурс большой, я там выступала, волновалась. И мне такие спрашивают, а где у тебя инновации? В принципе же сетифермерство есть в других городах. Я говорю, а у нас? Они такие говорят, Саюри. Я говорю, а в Саюре же не будет микрозеленью заниматься, да, и витграссом. Они такие, да, как-то. Еще у них уже был резидент, который занимается именно разработкой самого аппарата, а не производством зелени, да. Я говорю, и вы что, мне шанса не дадите? И они такие, ладно, дадим, там как раз один маленький кабинетик есть. Кабинетик был 13 квадратных метров, но видите, тут у нас очень красиво, да, и мне очень понравилось. И мы начали тут приходить и монтировать, и многого же я не знала, когда ты на подоконнике выращиваешь, это одно, да. Сгнило, выбросил, да. А тут, чтобы люди знали, я уже активно стала вести Инстаграм. Люди стали интересоваться, появились первые заказчики. Я ходила в рестораны, показывала, такая, хотите микрозелень? Это тренд, высокая кухня, это действительно тренд, в других городах это давным-давно есть. Люди согласились, такие говорят, ладно, на следующей неделе приноси. А у меня температура скакнула, и вся зелень умерла. Та-да, что делать, да, в общем, было очень... так интересно мне, я прямо энтузиазмом горела, поэтому и очень много наступала на ошибок, которых не избежать начинающему, да. У нас есть комьюнити большое сети фермеров в Телеграме, я всех мучила, почему гниет, почему плесень, да. У кого есть время, отвечали, у кого не было времени, отшвыривали меня, да. По поводу микрозелени, она безусловно полезна, но самое полезное для нас оказался витграсс, да. Почему? Потому что я его замораживаю, у нас тут есть шоковая заморозка, ей главное шоком замерзнуть, а потом, в бытовую можно переводить, да. И про витграсс уже довольно много людей знают, потому что когда они ощущают хорошее состояние, они начинают делиться с близкими. И не только молодежь, да, есть спортсмены, есть пенсионеры,
Есть молодые мамы, например, ребенку зелень покупают, а он только макароны ест. Она говорит, ну ладно, ешь так, только с утра пей витграсс. Вот так выходит из, оказывается, положения молодые мамы, да. Он очень пришелся по душе. И сейчас я работаю сетью фермы и огороды. И это очень классно, что они там не говорят, вы конкуренты, да, а пошли навстречу. И вот, например, и каждый раз вот из ферм, их же очень много точек, звонят, витграсс закончился, привозите, витграсс закончился, привозите. У меня есть постоянные клиенты, он очень хорошо действует на сосуды, то есть таким образом, что они становятся эластичными. А мы постоянно без воздуха, кровь обогащается кислородом, а мы постоянно то в масках, то в помещении, потому что холодно, маленькими перебежками, да, бегаем. И поэтому это очень-очень полезно, и очень много постоянных клиентов, и он очень хорошо влияет на тех, кто, к сожалению, уже заболел онкологией. И вот таких клиентов у меня очень много. Я им периодически делаю подарки, потому что они сидят просто на витграссе. Есть спортсмены, которые, главное, не делятся со своими друзьями, да, что они сами сидят на витграсс. Вот, поэтому, для севера, мне кажется, вот витграсс – это вообще находка. А если научить людей, особенно с детьми, выращивать витграсс у себя, микрозелень у себя дома, я сделала такие наборы «Вырасти сам», там, с инструкцией, там, с семенами, да, то это тоже найдет, я думаю, в семье отклик, да. И потом сейчас у меня уже появились, за мной уже пришли молодые ребята, которые выращивают микрозелень, и я этому только рада, я там не говорю, ой, пришли там на готовое инфополе, им подготовили, да, один человек там парился, очень много я старалась выходить на телевидении, там, в газетах, в разных сайтах, вот. И то, что они появились, это наоборот прекрасно. Наоборот, прекрасно, пусть работают. Я сейчас ухожу совершенно другой, то есть не совершенно другой, а другой большой очень проект, поэтому, скорее всего, мы микрозелень, те семена, которые уже закупили, используем и его как направление закроем. Поэтому пусть ребята работают, я даже своих клиентов буду им отправлять. Я просто открываю холодильник, смотрю, что осталось, вижу там кусочек апельсина, кусочек, банан целый, да, и из морозилки достаю витграсс, и еще туда наши голубички. Я вот так люблю.